Итак, уважаемые друзья, уважаемые представители средств массовой информации, мы рады вас приветствовать в этом зале. Хотели бы акцентировать внимание на тот факт, что на сегодняшний день негативные тенденции, которые наблюдаются сегодня в Гагаузии, беспокоят не только общественность, но и специалистов. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо причины игнорирования или невнимания ко всем проблемам, которые существуют. Считаем, что все-таки есть необходимость акцентировать внимание на новую, так скажем, концепцию, разработки новой концепции развития АТО в Гагаузии. Есть у нас такие проблемные вопросы, как демография. Я думаю, что перепись, которая проводится у нас сегодня в Республике Молдова, даст данные и для Гагаузии, которые будут не совсем утешительными. Этими вопросами должны заниматься мы, так скажем, жители Гагаузии. Что касается здравоохранения, образования, молодежной политики, спорта, культуры, в этих отраслях у нас тоже есть определенные вопросы. Конечно же, хотелось бы обсудить ту же самую экологическую ситуацию, потому что проблема питьевой воды на сегодняшний день является острой проблемой не только для Гагаузии, но и для Республики Молдова. Мы говорим о канализациях, но при этом забываем об очистных сооружениях. Естественно, состояние окружающей среды тоже у нас проблематичное, поэтому это, я считаю, что проблема может быть даже номер один. Сельское хозяйство, лесное хозяйство тоже имеет определенные вопросы. Что касается сельского хозяйства, более детально эти вопросы озвучит Сергей Васильевич. У нас специалист и доктор наук в области, так скажем, аграрных наук. И, естественно, он более детально эти вопросы раскроет. Я считаю, что в области лесного хозяйства есть необходимость навести порядок вплоть до полного запрета вырубки леса на территории Гагаузии на определенный период, потому что ситуация просто катастрофическая. Конечно же, есть у нас вопросы, связанные с поддержкой того же самого малого и среднего бизнеса. Сегодня в тех же самых законах Республики Молдова, да и в законе Республики Молдова о поддержке малого и среднего бизнеса отсутствуют конкретные меры, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса, хотя малый и средний бизнес составляют 80-90% экономики. И считаю, что есть необходимость внести конкретные изменения в законодательство в этой области. К примеру, если мы закрепим хотя бы 5% от доходов бюджета в качестве конкретной поддержки в отношении малого и среднего бизнеса, это будет уже более или менее ощутимо. Ну и, конечно же, немало у нас вопросов, связанных, так скажем, с уровнем общения между институтами власти, между организациями, между физическими лицами и теми же самыми средствами массовой информации. Мы должны сегодня все объединиться, и те проблемы, которые существуют сегодня в Гагаузии, мы говорим о проблемах Гагаузии, потому что мы здесь проживаем, мы здесь работаем. Естественно, мы будем говорить и решать проблемы, которые связаны с Гагаузией. Мы считаем, что есть необходимость опираться на определенные научные достижения, поэтому мы, как представители научного сообщества, естественно, будем заниматься тем, что будем консультировать те же самые организации, если есть необходимость, и представителей публичной власти, и физических лиц по определенным вопросам. Будем участвовать в некоторых программах, связанных с разрешением этих проблем. На сегодняшний день, я думаю, что есть огромный потенциал в контексте гражданского общества, просто есть необходимость активизировать данное гражданское общество. Ну и как уже было сказано, я хочу предоставить слово Кара Сергею Васильевичу, доктору аграрных наук, который подскажет некоторые проблемные, так скажем, ситуации и пути разрешения некоторых вопросов в области сельского хозяйства. Да, большое спасибо. Как было ранее отмечено, что есть ряд вопросов, на которые мы хотели бы акцентировать внимание. Первое – это водные ресурсы, и мы видим, что изо дня в день пресная вода превращается в дефицитный ресурс для нашего населения. Также можно сказать, что вода для использования полива, для использования в сельском хозяйстве в большинстве случаев непригодна для полива, и
Это чревато тем, что может быть засоление, вторичное засоление наших почв. Поэтому усовершенствование либо постройка тех или иных гидротехнических сооружений в Гагаузии это является одной из первостепенных проблем. Мы считаем, мы видим большой опыт зарубежных стран, той же Турецкой Республики, где строятся небольшие водохранилища, которые позволяют накапливать воду за осенний, зимний период времени и дальше использовать для полива. Мы можем также отметить следующий вопрос. Это все мы почувствовали на себе, это изменение климата. К сожалению, видим, что повышается температура, уменьшается количество выпавших осадков, как по месяцам, так и за вегетационный период. Это подталкивает нас к тому, чтобы мы применяли другие технологии возделывания сельскохозяйственных культур и способы обработки почвы. В большинстве случаев рекомендуется многими учеными уже не проводить вспашку почвы. К сожалению, проведя анализ в большинстве предприятий в Гагаузии, мы столкнулись с тем, что проводят также вспашку, но есть передовые хозяйства, которые уже больше 10 лет не применяют данный агротехнический прием и получают не плохие, а хорошие результаты. То есть есть положительные моменты. Это тоже надо говорить об этом. Кроме этого, технологии возделывания сельскохозяйственных культур нужно их пересмотреть. И есть сегодня большой опыт из других стран. Пользуясь случаем, то, что мы с коллегой выезжали в ряд стран, мы видели инновации, которые применяются в разных областях, в том числе и в сельском хозяйстве. И было бы неплохо, чтобы мы, научное сообщество между странами, между ассоциациями профилирующими, выстроили бы соответствующий диалог и имплементировать в наше сельскохозяйственное производство новые технологии, которые уже опробированы, применяются в ряде ведущих стран по производству той или иной сельскохозяйственной продукции. Здесь нужно было бы отметить и внедрение либо использование информационных технологий непосредственно в сельскохозяйственное производство. Это облегчает труд самих работников, и сельскохозяйственное производство, сельское хозяйство становится более легче для эксплуатации. И, конечно же, оно может быть в связи с этим более привлекательное для молодежи. А мы видим, что работники сельскохозяйственного производства, они в возрасте все стареют и стареют. Нам нужно привлечь туда молодежь. Привлечение молодежи – это ряд инновационных методов, которые мы могли бы туда использовать, которые бы облегчили труд, облегчили бы уход, облегчили бы мониторинг и менеджмент производства сельскохозяйственной продукции. Сегодня есть такие примеры положительные. Мы видим ряд стран, которые находятся в пустыне. Они могут выращивать сельскохозяйственную продукцию для своего населения, в том числе и реализовывать за границу. То есть у нас есть все предпосылки, и мы должны этим воспользоваться. И что немаловажно, привлечение новых технологий в сельскохозяйственное производство, оно бы подтолкнуло молодежь для того, чтобы они занимались и этим направлением. Потому что мы видим, что, к сожалению, использование либо работа в этом направлении почему-то нашей молодежью не считается, так скажем, привлекательным. Таким образом мы это можем сказать. Кроме этого, необходимо, кроме информационных технологий, мы думаем, что привлекать новые технологии, позволяющие максимально механизировать уход за, например, многолетними насаждениями. Мы говорим о том, что там нужно много ручного труда, но есть технологии, позволяющие механизированно применять обрезку, уборку и так далее. Все это положительно бы сказалось бы на сельскохозяйственном производстве и, конечно же, привлечении молодежи именно в эту отрасль сельскохозяйственного производства Гагаузии. Спасибо. Хотелось бы также подчеркнуть, что у нас есть серьезные вопросы, связанные с экономикой. Есть необходимость привлечь прямые инвестиции, есть необходимость создать благоприятный инвестиционный климат в Гагаузии.
Конечно же, влияют в том числе и определенные политические факторы на благоприятный инвестиционный климат. Мы не должны забывать, что мы должны создать такие условия, чтобы бизнес по-новому взглянул на инвестиционный потенциал Гагаузии, который по сегодняшний день пока еще недостаточно раскрыт. Ну и подытожив изложенное, хотим отметить, что все мы, представители гражданского общества и, так скажем, физические лица, юридические лица, в том числе средства массовой информации, должны выступать не просто в качестве наблюдателей, но и в качестве архитекторов устойчивого будущего, потому что от нас зависит положение, так скажем, дел и в области экономики, и в области социальной политики, и в области культуры и так далее. Поэтому мы сегодня хотим заявить, что мы представители и научного сообщества, и преподаватели, есть у нас и студенты, и представители гражданского общества, готовы создать общественную организацию с социально полезной целью. Мы не будем преследовать политические цели, не будем участвовать в каких-то политических акциях, тем более провокациях. Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с социально-экономическим положением в Гагаузии. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся культуры. Мы считаем, что все-таки есть необходимость обратить внимание на научный потенциал, который имеется. И, конечно же, только при совместном участии в разрешении тех или иных вопросов те же самые средства массовой информации помогут нам предоставить соответствующую правдивую информацию и будем говорить о реальном положении дел. Ну и, конечно же, общими усилиями мы добьемся достойного будущего для Гагаузии. Как-никак мы несем ответственность перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. Спасибо большое. Если есть вопросы, мы готовы. Игорь Владимирович, по поводу гражданского общества, по моему глубокому убеждению и знанию, в 2019 году гражданское общество как таковое умерло. Его нет. И сегодня его подменила собой законодательная и исполнительная власть. Нет диалога между исполнительной властью и законодательной на местах, нет диалога между Гагаузией и центром. Хотите вы, не хотите, решить все эти проблемы, которые вы озвучили с вашим коллегой, невозможно без поддержки центра. А у нас сегодня тупик. Гагаузия находится в глухой обороне. Как вы собираетесь выходить из этой ситуации? Я частично разделяю ваше мнение в той части, что отсутствует гражданское общество. На самом деле наши граждане готовы проявлять определенную активность. Основная часть проявляет пассивность, живут в условиях ожиданий, а демократия – это когда мы должны требовать. Естественно, мы должны сотрудничать и с представителями публичной власти, и с центрами, и с региональными, и местными властями. Мы должны, представители гражданского общества, подсказывать и представителям центральной власти, и представителям региональной власти, и местной власти, как должно быть. Не как бывает, а как должно быть. Диалог должен быть и между институтами власти, но и мы не должны забывать, что все-таки государство – это не только институты власти, это и самое главное население. Поэтому мы готовы обеспечить сегодня соответствующее сотрудничество между институтами власти, соответствующими организациями, в том числе и с представителями гражданского общества. Не понял? Выступить в роли арбитра? Я не хочу акцентировать внимание на то, что я что-то сделал или только наша организация. Я акцентирую внимание на тот факт, что мы будем сотрудничать, в том числе будем сотрудничать с вами, со средствами массовой информации, и только общими усилиями мы сможем разрешить эти проблемы. Мне не нравится, если честно, когда отдельный человек выступает и говорит «я сделал». Я есть народ. Да, или «я есть народ». И вопрос к вашему коллеге. Да. Касаясь сельского хозяйства, вы затронули сельское хозяйство. С момента принятия закона о земле и землепользовании, и с момента развала коллективных хозяйств, население, которое в основном было аграрно, оказалось исключенным из самого процесса земледелия. Всем заправляет так называемый лидер. Есть ли у вас какие-то видения по изменению способа ведения сельского хозяйства, потому что в Уджарской степи, где сельское хозяйство – это экстремальное хозяйство, нужно и коллективное хозяйство. Сегодня крестьянин сам по себе, лидер сам по себе. Нет отчетности, никто не знает, сколько мы вырабатываем, чего вырабатываем, куда продаем,
кому она уходит. И люди в неведении. И самая большая проблема на юге – это земельная проблема. Да, спасибо за вопрос. Я так понял, он более акцентирован в области хозяйствования. То есть какие субъекты хозяйствования могут быть и каким более предпочтительные. Я знаю, что есть работы ученых у нас здесь в Гагаузии, которые непосредственно занимаются этой проблематикой. Я думаю, мы могли бы пригласить, если будут соответствующие вопросы, в нашу ассоциацию для разрешения именно этих вопросов, потому что мы знакомы и с их авторскими работами непосредственно в Гагаузии, и есть предложение, как вами было подмечено, по субъектам хозяйствования. Что касается меня, я больше бы в данном случае говорил бы о технологиях и мог бы привнести, так скажем, предложения по технологиям использования тех или иных методов и способов выращивания сельскохозяйственных растений. В этой области есть небольшой опыт и также научные и прикладные исследования. Спасибо. Да. Если есть еще какие-то вопросы? Если нет вопросов, вам всем большое спасибо. Спасибо За внимание. Всем желаем удачного дня и отличного настроения.